Мгм. Получается, смотри, чтобы Давай, выйти... Тема, как выйти в Инстаграм. Я стесняюсь выйти в Инстаграм, да? Я стесняюсь. Быть блогером, быть блогером. И я, да, и мы разобрали, что сидит я емес, а именно страх восприятия критики, да? Восприятие таким, какой есть. Восприятие таким, какой есть. То есть, смотри, бірінші ят деп басталды. Оказывается, ят емес екен. Я блогер болдым. Типа стрёмно ложит, ну как это объяснить? До улицы, ну, короче. Не блогер кеткенсің ба деген сияқты ма? Всякие вот. Типа сам стремаешь, я не знаю, короче. Это внутренняя эмоция просто. Теперь смотри, что такое эмоция? Не он. Что такое эмоция? Да, вот это внутренняя эмоция, какой-то какой как-то стрёмно делаться. Вот это что это? Как объяснить это, да? Да. Хорошо, давай. Я публиковал сторис. Потом я смотрю этот сторис и пересматриваю. Я думаю, так, что-то не то себя вводит. Ага. Как-то, может, где-то что-то здесь неправильно сделал, что ли, или как-то. Стремление к идеальности. Мне кажется, да. Это и есть. Но, с одной стороны, типа, а зачем это опубликовать, короче? Я поясню. То есть, получается, во-первых, это стремление к идеальности, ты думаешь, есть какая-то идеальный стандарт, к чему Нет, это можно внутри ты там просто. Окей. Получается, ты думаешь, что есть какой-то определенный стандарт. Стандарт, да. Возможно, я так считаю. И это получается, я не соответствую этому стандарту, когда ты говоришь. Ну, ладно, я могу сторис публиковать. Я не всякую фигню, да, не могу публиковать. Допустим. Это что такое всякая Всякая фигня. Допустим, я еду, да? Я просто еду, допустим. Хотел какой-то еду, и все. Никакой смысла в нагрузке. И ты думаешь, блин, это так тупо же. добавь смысл какой-то, что мешает. А может, я не хочу его. Все. Вот с одной стороны, ты считаешь, что у тебя внутренний, короче, Конфликт? Да, конфликт. Надо, не надо? Да. Смотри, теперь блогер это кто вообще? Кто это? Кто? Человек, который освещает свою жизнь, мне кажется. Просто свою жизнь. Делится своим мнением или что-то такое же. Есть такой блогер, просто делится свою жизнь. Просто тупо қалай өмір сүріп жатқанын сала бере ма сонда блогерлар? Мне скоро блогер да. Facebook у меня $2, аудитория. А ты каким блогером хочешь стать? Вот, лайф чисто. Просто лайф. Да, просто я хочу освещать свою жизнь. Окей. Но я не понимаю, допустим, вот момент, личный момент, допустим, когда идет, как личный момент опубликовывать в сторис. Для меня это много чересчур. Смотри, Лично, я думаю. скажи мне одного хоть блогера, который просто бессмысленно залаверит. Просто свою жизнь бессмысленно ложит. Жанна Шин. Кто это? Жанна Шин. Ну, обычно тех блогеров, которые я знаю, я его не знаю, честно, но те блогеры, которые я знаю, они делятся своим мнением, куда-то смысл салат, например, да? То есть это уже... это везде же, это не то чтобы экспертность, да? Хорошо, девочки, допустим. Это, девочки-блогеры, допустим. Это мое мнение, например, как пишешь, Балшарами, допустим, в жизни, да? И ты говоришь, для меня важно, аптасына бір рет Балшарами қыдырып жүруге, поэтому біз келдік. А я как сделал? Ага. Ребят, вот мы пришли отдыхать. Все? Смотрите, да. Тут есть какие-то фигни, тут более Это такой не интересный контент, короче. Это не блогер. А что это? Блогер это тот, который какой-то бір теманы алады да, на бір нәрсеге. Не знаю. Я понял. Кто-то что-то ассоциирует. Освещает. Блогер, например, с чем ассоциируется, как ты сказал, Біржан Ашим, да? Чем он ассоциируется? Просто здесь вот, короче, смотрите. Ну вот почему? мысль, короче. Ну тебя же зацепило его Зацепил его лайф-контент. Его... Именно что? Какая особенность? Почему ты его смотришь? То, что он без фейка, да, короче. Какое есть такое, свое конструктивное мнение, может, он, допустим, вот у меня сын, да, с приколом, короче, прикольный чувак.
Он говорит, там сын, допустим, снимает сына. Говорит, вот он, насрал, короче, задолбал меня, да? Ага. Можешь так сказать. Но это нормально, это классно, короче. И ты чувствуешь эту реальность, реалити, короче. Вот, то есть получается, он же все же что-то ассоциирует. То есть живите так, как не стремиться к идеальности, получается, он ассоциирует. Показуха была реальные на все Старому верить в основном. Вот, понимаешь, чем-то тебя зацепило, он, смотри, блогер это тот, который вроде бы как ощущение нужно срывать концерты салат, но он чем-то ассоциируется же, понимаешь? Какой-то смысл дает же, Нет, это какое-то уже как, когда мнение берегут родов где-то внутри. Да, это, допустим, если у тебя уже какой-то аудитория, по-моему, где сейчас А аудитория куда собирается? аудитория в Инстаграме. Ну, как собирается аудитория в Инстаграме? Я не говорю, что собирается. Если у тебя есть аудитория, типа ты же вот лайв-контент снимаешь, люди почему тебя смотрят? Потому что вообще людям интересно смотреть за чьей-то жизнь, наблюдать. Вообще по идее. Да. Но Интересно именно смотреть, что он делает, как делает. именно там, сколько у тебя подписков, да, например? У тебя же 500, короче. блогеров, там, не знаю, там, миллионы, да, блогеров, но ты же их всех не смотришь, ты смотришь именно тех, которые тебе по Потому душе. что мне по душе. Вот. А вот- А чем А они чем, да. своей вот. реальностью, реалити. А еще какой еще блогер есть? Ну, рэпер, какой-то известный бразильский. Он известный, позже наш, остальных я не знаю. Остальных блогеров. Вот Трумурсом, блядь, тебя может. Ну, допустим. Блогеров я не смотрю. То есть он какой он есть в Джергене, я? И ты хочешь быть таким же. Да, просто сейчас свою жизнь Ага. есть, поэтому покупаешь, короче. Но все равно он бір мненияларын айтады ғой. Чем будет, а Вот, по-любому вот. мне надо это социум блог. Вот. Это же, есть там смысл везде же. Да, кейбір стористарын бессмысленно, но Вот. кейбір стористарын по-любому смыслом. Да, И конечно. ты этим же зацепляешь, правильно? Он своим приколом вот зацепит. Ага. А что тебе мешает вот так же развиваться? Ну, так же вести? Стыдно себя. Вот что такое стыд? Стыдно просто. Ну, что такое стыд? Стыд. Ну как мы к этому приходили? Это, типа, я так думаю, но оказывается это не стыд. Ага. Это просто боязнь казаться таким, какой ты есть. То, что тебя может быть не воспринято. Общество, что ли? Бля, класс. Окей. Но это неправильно, типа, в логике вещей. Смотри, вот это неправильно. Нет, вот это правильно, вот это Ага. неправильно. Нет Нет такого. такого, да. Есть грех, Короче, Есть нет салам. неправильного. Болды. Да. нету такого. Вот это правильно, вот это неправильно. Понимаешь? Если, даже если так посмотреть, вот это Ага. твердое же вроде бы, да? Ну это энергия. Но если так посмотреть, Это если с вообще. точки, ну, смотря с какой точки зрения ты смотришь просто это все мнение. Ну, с точки зрения физики это, ну, как бы твердое. А если с точки зрения такой-то, ну, ты говоришь, энергия, это все одно целое, это нету вообще, да, например. Опять-таки тарикатта. Это как посмотреть. Нет, вот это и есть энергия, которая квантовое поле, вот это. Шариат плюс шариат и тарикат деген бар ғой. Шариат, тарикатта об этом и говорится. Мы все одни целые. И этого мира вообще не... Вообще тарикат, ты знаешь, как выглядится? Вообще, это біреулер теориясы бар ғой, именно осы туралы наукада тоже где-то дәлелдеп жатыр. Того, вот это, тебя, меня, вот это, ничего сейчас нету вообще, короче, прикинь. И мы стоим, как будто бы сенді очкимен, и этим Матрица. образом мы проживаем эту жизнь. Матрица, ну, фильм Матрица. Матрица кино Или не помню. Автоматы штрихтурации. Не то что штык, а вообще нет. Это Вот просто там также мыслидан шықты. сон. Да? Сон, Сондай бір нәрсе. Да. Вот это все, что у нас есть. Все то, что жизнь есть, Есть. это матрица.
это просто Это наш сон. мысли. Типа такого, да? Да, это просто наш сон. Даже на самом деле это так, это и есть вот это. OpenGamer, көресің. OpenGamer недавно шықты. Не он, кино ма? Ядерный бомба сады. Баяғыда бір көріп, бірақ мән бермей көше сонда көремісің қайтадан? Это мой самый любимый. Блин, мен қайтадан көрейінші, мен сол киноны көрмеппін. Маған байбек ондай кинолар көрсеткіздірмейтін ғой, айтамын, школьник. Той там, қалай, типа 2000. Мен мектеп кезінде шыққан кино ғой. Маған ондай кино көрсетпейтін. 2002-де. Иә, ол кезде мен ағаларым алып келемін. Байбек ондай. Короче, любимый кино. Почему? Потому что, как сюжет вкратце, Екаман какой-то жыл, 40-шы ма, сол кезде олар ойлаған, типа осындай жетеміз. Машины, люди создали роботов, роботы стали умными, у них появился интеллект. Сейчас, как сейчас происходит, да? У них появился интеллект, Прикинь. была война. Бірақ сюжетті он бәрі жоқ, просто вообще историясын подавал. Была война между роботами и людьми. Роботы начали побеждать, потом люди что сделали? Люди не жіберген, бомбу жіберген, что на всей земле будет тучи, чтобы роботтар күн сәулесімен батарейка заряжаться етілмеу үшін. Солнечный батарея арқылы заряжаться етеді ғой. Заряжаться етілмеу үшін сондай күнді жауып тастаған полностью. Бұл дұрыс істемеген. Роботы что сделали? Роботы начали выращивать людей. Поняли? Роботы начали выращивать людей в фермах. Кинода сондай нәрсе бар. Да. Не? Вот. Оға. Ол вообще история. Бірақ ол предыстория ғой. Предыстория начали вкратце саған түсініп көреді. Роботы начали выращивать людей, использовать их как батарейки. Но во сне они во сне погружены в эту жизнь, в которой мы сейчас живем. Матрица. Олар түс көреді, біз жұмысқа баратымыз. А ол өмір болған 300 жыл бұрын. По идее, біз айтамыз ғой, қашаннан бері мұсылмансың десек, не деп айтамыз? Әлмисақтан бері мұсылманбыз. Әлмисақтан бері мұсылманбыз деп айтады да. И біз и стоим сейчас Әлмисақта. У нас нет душа жаратады дейді ғой. Сол моменттен бастап біз сол моментте тұрмыз негізі. И эту жизнь мы мысленно проживали, по идее, если так посмотреть. С точки этого зрения, то есть с точки зрения, ну, қазір наукада да дәлелдеп отыр, где-то это, да. И это, то есть, OpenGamer, это фильм, да? Да, ядерный взлом создатель кино. Окей. То есть, получается, біз сол жақта өмір сүріп жатырмыз, да? Ну, по идее, просто мы стоим, проживаем демейте. А с точки зрения, то есть с точки зрения это все энергия, одно целое, это, но как-то емес. Я слышал. Понимаешь? Классно там сказано. Енді қара. Дело не в этом, да? Окей, я посмотрю. Енді. То, что ты сказал в блоге своем, какой-то, то, что я сейчас вот тут говорю, да, найдутся люди, которые скажут, не қуатсың, қайдағы матрица, ол дұрыс емес, там, не знаю, қайдағы энергия, да. А найдутся люди, которые, да, на самом деле, өзіне керегін алып, могут пройтись, вот кете салат, да. А есть люди, которые дәл іздеп отырған адамдар болады, они специально, там все идеально, но они именно ищут, например, даже если мы с тобой прям круто, без, там, күшті сөйлесіп жатсақ, а почему мына жерде мынандай нәрсе тұр? Басқа жақта отырмайсыңдар ма? Понимаешь? А почему сендер, там, не знаю, мынандай киіп аласыңдар? А почему сендер, там, не знаю, студиялар, а почему сендер қарафонда түсірмейсіңдер? Почему сендер гүл қойып қоймайсыңдар ма орталарына? Найдутся, а какие люди так говорят? Какие люди? Какие люди? Я не знаю, какие люди так говорят. Конечно, какие люди? Нормальные, адекватные адамдар сөйтіп айта ма? Нормально, адекватные люди могут сказать свое мнение. Санасы жоғары адамдар сөйтіп айта ма? И
нормально Осуждение. адекватный адамдар, если саған реально жанашып тұрған адекватный сен өссін деп айтып тұрған там наставник там это саған жеке барып айтады, иә, так, смотри, если ты спросишь еще, сен сразу посмотри, пожалуйста, это видео, где мы там ошибаемся, где мы что делаем, посмотри, там это, десен, они что скажут, так, значит, ну я не знаю, это как ты думаешь, но я бы вот так поменял бы, вот так, степенедім, От себя. я от себя, а может, ол саған келмейді, керек жеріңді алып ал дейді. Они говорят, вот это неправильно у тебя, надо было вот так делать. Никакой адекватный человек, по идее, не говорит. Он говорит, я бы вот так. Это как минимум непрофессионально будет, да? И айтады, осылай болды, былай болды, осылай жаңағыдай жасасаң болады екен, мына жерін былай бүйтіп жерсең болады деген сияқты, да? Я говорю, это из-за того, что ты спрашиваешь, все. Или это лично мое, а так, окей, деген сияқты, да? А неадекватные люди что делают? Неадекватные люди осуждаются. Даже если там все идеально, они найдут, к чему придраться, да? Почему это на самом деле это тебя касается? Это саған касательно айтып, на самом деле нет же. Как ты думаешь? Неге касательно? Почему он срывается? Почему он агрессивный? Типа есть түбі басқа нәрседе болуы мүмкін деп жатсың ба? Басқа нәрседе это, например, Допустим, в тебе или сол адамның өзінде? не знаю. Ну, например, человек Может, сидит. двояко это. Типа и так, может. Например, человек сидит, или там әйелмен ұрысып қалды, да, и там өзінің неполноценностью прикрывает, да, например. Допустим, ты говоришь, да, я подарил жене, допустим, там, цветы. Мужчине дарите цветы, да, чуть-чуть бросай. Жаңа ғана оның әйелі айтқан еді, да, сен ақ гүл бермейсің маған анау деген нәрсені. А он вместо того, чтобы ответственность алып, шынымен мен гүл беруім керек, мен жаңағы ақша жоқ деп қоя салмай, шынымен ақша табайын, әрекет істейін, гүлді беріп, спокойно ақшаны жилет етпейтіндей әрекет істейін деп там опыт ізденіп, не до тебя болады, да, по идее ше. Даже если он көрсетеді, мә шынымен жаңағыдай нетейін деген сияқты қарайды, или же если он вообще абсолютно не романтик, но при этом адекватный болатын болса, ну как минимум, ну окей, это твое мнение, а я не хочу, да, өткізіп жібереді. А неадекватный человек, сендер өйстіп құртасыңдар, потому что он мынау ішіндегі өзінің неполноценности бар ғой, ответственность алғысы келмейтіндігін срывает на тебе, понимаешь? И ты вообще тут ни при чем, да? Блин, у меня вопрос хорошо. Допустим, два друга. Все равно в общении кто-то может казаться выше другого. Или как? Допустим, кто-то может надавить. Например, есть там 5 людей, да, допустим, они разговаривают. Кто-то скажет, а ты, короче, там так, давить эту Это обесценивает свои чувства, и это газлайтинг. Это газлайтинг называется? Да. Ага. В общем, Это тоже психически больной человек только может газлайтить. Это называется газлайтинг? Да, это ты говоришь, а что сен өйтпейсің ба, не мынау киіп алғаның, там, например, да, Нет, у нас такого нет. Просто я хочу трезво понять, типа, правильно ли это, неправильно. Допустим, ситуация. Ситуация. Я вчера порвался зубом. Давай, конкретно. Хорошо, конкретно. Почему? Я, короче, человек, который чувствует сердцем. И сезам адамның ниетін деп ойлаймын, это мое мнение, конструктивно, моя призма. Бірақ мен сеземін ондай. Допустим, он там келіп, қасына достық там бүйтіп айтып жүруі мүмкін. Короче, да. А тут промолчит, короче. Например, что мне это? Да, ты, короче, типа здесь неправильно делать, так, короче. Ну, допустим, игра, короче. Мы играем в игру, допустим. Игра это вообще проекция же.
проекция человека же былай қарасаң игра негізінде Да, сущностін шығару үшін де. иә по идее сондай ғой негізі типа и допустим есть вещи которые он считает то что он считает себя умнее короче допустим когда ему говоришь а он на свои ошибки короче не видит можешь сказать ему да ты короче короче но я считаю типа достаточно нормально, да? Это же... Это самоутверждение через минус кому-то. Да. Он не о тебе говорит, он о себе говорит. Суть мен, короче, ладно, и суть, это ты здесь неправильно сделал. Ома, это ты здесь неправильно сделал. Все хорошо, короче. Допустим, в игре мой ранг выше, чем у него. Это говорит о показателе, что у меня навык выше, чем у него, допустим. И суть, короче, общение, там, басқа, айтшы, да, короче, онда, өздерін екеуін мынандай, короче, допустим, да? Типа до такого, да. Я говорю, а что ты так говоришь? Слово за слово, да? Здесь, знаешь, что-то детское же. Что-то детское, вот да, именно. что-то детское же. Обычно, как это делается? Я просто суть, по-моему, не суть, смотри. это игра, это вообще не играет роль. Тут нет, имеется в виду общение человека. Может... Детская часть, когда не закрыта у человека. Захейтить другого человека, задавить его. Вот. Типа своим. А мы делаем на самом Например, смотри, давай. Допустим, сидит тут девушка открытая, там, мини покивала. Допустим. А я такая закрытая сижу и говорю, я все мини покивалась, жабық киінбейсің ба? Осуждение. Вроде бы менікі дұрыс та былай қарап тұрсам, да? Осуждение. Ну, дұрыс емес. Я о чем говорю? Я о ней говорю. Я же не о ней говорю. Я же о себе говорю. Понимаешь? Я говорю, Нарбек мына қыз қарашы, ашық киініп алып та жабық киінсе болады ғой. Я же не о ней говорю, я же о себе говорю. Мені мақташ, пожалуйста, мен жабық киініп алған ғой, я же правильная. Это она же тут ни при чем. Я же хочу самоутвердиться через кого-то. И я ищу того, кого можно принизить. И попадается мне кто-то. Вот. Потому что у меня вот эта детская часть не закрыта же. Мен мақтамаған, может быть, да, мақтап қойған или там, да. Я говорю, самоутвердить, я хорошая девочка. Эту галочку я хочу поставить себе. Хорошо, мақташ мені. Она открытая сидит, я закрытая, видишь? Мен жақсымын ғой анаған қарағанда. Это же не о ней же говорить, я говорю, я о себе же говорю, по идее. А мен типа саған жаным ашып жатыр да оғанша. Типа сенікі дұрыс емес деп отырмын да. А если ты реально хочешь человека поменять, если сен оған шынымен жаның ашса, ты ему об этом не скажешь. Сен дұға істейсің ішін. Потому что сказать человеку это бесполезно. Если сен реально адамды өзгерткің келсе, реально сен 100% духың жетсе, сен іштей дұға етесің болды. А оған ешнәрсе айтпайсың. Даже если сказать есть. Вот поэтому надо владеть людям навыками общения, да? Есть методика гамбургер. Гамбургер бойынша айтса болады, чтобы он послушал. Например, бірінші мақтайсың оны. Сосын барып где-то чуть-чуть мына жерінде и потом деген сияқты көңіліне қарап, бізде исламда не деп айтады, көңілге қарау дейді, да? Понимаешь? Көңілге қарап айту вот это. Осындай нелер бар ғой, андай как навык. осындай бүйтіп жүрген нәрсені мен ұстап аламын да, бетке айтамын короче. Сондай нәрсе бар да, короче. Это неэтично же. Это неэтично, да. Непрофессионально. Непрофессионально. И он как бы, если смотреть... Ну а что ты так делаешь? Со стороны, да. Со стороны, я сейчас смотри, это неэтично, непрофессионально дело, это мое мнение, понимаешь? Если тебе так удобно, комфортно, может это будет твой плюс, может быть. Это менің ойымша, менің өмірімде
Это так должно, потому что мен подходым сондай ғой, адамдарды мен обижать көп жағдайда мен мақтау арқылы айтқанын істетемін да. Это классно. Это менікі. Это білмеймін, алладан берген бір не шығар менде ше. Ал есть люди, которые реально мысалға бір адамдарға ол өтеді. Бір адамдарға сен қанша мақтасаң да өтпейді да. Оларға ей, бере бер деп тұрып айту керек да. Не мынау деген сияқты. А это будет твоя аудитория, допустим, да. А это моя будет аудитория деген сияқты ғой. У каждого свое же, может это будет твоим плюсом. Ну, по идее, конечно же, да, жаңағыдай, да. Ну, сен каждый неге барып сен куда не просят, қадала берсең, это уже как бы токсично болады ғой. То есть дело в том, что типа ты это много замечаешь, ладно, если короче, да, у тебя, допустим, бывает момент, когда ты уже окей, смотри, это если тебя касается. А если тебя не касается, например, айтылып отырған бір қыз, это меня никак не касается. Бірақ мен оның киіміне барып тиісем да. А если оның киімі маған касаться етсе, это другое дело. А это же меня никак не касается. Я просто хотел твое мнение слышать в плане того конструкции. Это газлайтинг называется. Газлайт это, ты говоришь, допустим, сенің маған айтып тұрған ұнап тұрған жоқ. Мен өзімді, допустим, ты мне бір нәрсе айттың. Сен маған олай айтпашы, или сен даже бывает же еркелеткен кезде, оказывается, есть мужчины, которые шошқамен деп еркелеткен әйелін, прикинь. И она говорит, ничего, нормально. Давайте перезвоним, хорошо. Ты где? Я в городе. Давайте потом написать, хорошо. Я тут подкаст снимаю. допустим, им даже неприятно же, как минимум. И этот, да, ренжіп қалады, допустим, сен маған жолдасың, айтпашы маған больно болады, да, и он такой, қумаш, мен саған ойнап айттым ғой. Это газлайтинг. Это газлайтинг, это обесценивание чьих-то чувств. Он же делится с тобой, что это ему неприятно, можешь, пожалуйста, не повторять. Он такой, не қуасың, осы сен қуасың да жүресің бір нәрсені, қиял, типа, да, сен қиялсың, чье-то мнение, чьи-то чувства. Ты когда обесцениваешь, это и есть газлайтинг. Я просто сейчас стремлюсь к более правильной психологии. Правильные структуры, да, словом, потихоньку кого-то. Иначе отказываться от осуждения. Я понимаю, что это все на воле Всевышнего, и только он знает, почему так случилось, как это случилось. Не хочу осуждать. Например, муж и жена. Если муж одевается так, как ему удобно, а сен оған барып придираться етесің, это уже неправильно, это уже, знаешь, это уже абьюз ғой. А если он касательно екеуіне қатысты нәрсеге не алатын болса, сен өзің мнениеңді айтсаң болады, да? Например. Да, ты можешь сказать, мне не нравится, как ты. Если он спрашивает, то окей. Допустим, если много пар там жена, допустим, и вы куда-то собираетесь. Смотри, допустим, если я тебе скажу, я хумбайский вот киім жүресің сен осы, например, ну многие же так думают, ну если так посмотреть, это уже газлайт, да? Это газлайт называется. Да, я же обесцениваю твой выбор, понимаешь? Допустим, если вы собираетесь на встречу и, допустим, твоя жена тебя обвинит, как это? Это ее выбор. Ее выбор, я понимаю. Да. Ты можешь сказать, мне это нравится. Ты можешь сказать, это тебе не нравится, да, ты не можешь запретить ей. Да. Это уже абьюзерство, это же абьюз. А если ты реально хочешь, чтобы она поменялась, только давай, басқа вариант все. Бесполезно. Все, понял. Понимаешь? И да, Бог сделает так, чтобы оған бір адам келеді, сен өз сөзін өтпейді оған. Обычно. Если человек ценит твое мнение,
да, если ценят, то екеуін бір-біріне, ну, былай кимесе де, ну, хотя бы там бір-біріне қарай келесі деген сияқты, да? Вот это здоровое, типа. Это здоровые отношения. Прикольно. Ты говоришь, просто твое мнение, то есть ты можешь это не держать, это не значит, что все... Короче, роман- временами я газдайся не получился. Наверное, Но ты зато не я знаешь. хотя бы конструктивно понимаю, А, стремлюсь правильно. Желательно нәрсе бар да біздің қоғамда ше. Оны әйелдер это так и должно быть деп қабылдайды да. И чувство виныға тығады да, когда ты говоришь, немене киіп алғансың бір нәрсе, да? Ну, допустим, мне просто не нравится, Это же чувство когда вины. другие мужчины смотрят. Это я чувствую ревность, потому что Ты так и говоришь, я просто ревную. я чувствую ревность, потому что когда мужчина смотрит, ну, разные мысли могут быть, да. Мне не нравится просто. Да, ты просто так говоришь, но ты также должен там сказать, чтобы она себе не придумала что-то. Но ты не обязана слушать меня. Нифига не Да. обязан. Нет, мне это не нравится, я чувствую ревность, у меня вот это, но ты не обязана меня слушать. Нет, ну, Это у не тебя значит, есть что свое все- мнение, да. это не значит, что я тебе запрещаю. Это просто мое мнение. Ты можешь одеваться так, как хочешь. Ну просто я хочу. Шимкит парад, рай позабывать, да, примерно. Шимжан парад, я Это, просто короче, хочу. супер здоровые отношения. Да. Всё понял. А о, просто, понимаешь, это к чему приведет? Каждый раз о өзін неполноценный сезіне бастайды. Каждый раз о Я өзін... вот не хочу, типа, чтобы какой-то отпечаток От остался. здорового человека Да. ты можешь Сделать сделать нездоровым. нездорового человека, да? Да, И вот это өзін вот чувство ничего. вины тхат, и от этого начинается өзіне заботиться етпей, я какой-то не такой, я там какая-то не такая, өзіне, может она осознанно придет к этому сама, например, да? Ну, возможно. Ты же сам уже выбрал, зная, что сам Чё познакомился, да. Поэтому- Вообще, да, я читал, что человек принимает человека таким, как он есть. Типа, ты любишь за то, что он такой человек, не за его поступки, там, приносил, ну, просто вот, например, там, сонда адамды ретінде жақсы да? Или хотя бы как минимум спросить, а что по мне тебе не нравится? Вот просто посидеть, поговорить. Знаешь, я тебе что ценный совет, видишь? Собираешься же жениться, да? Поженишься дома со своей женой, не разговаривай на вот такие темы, например, обсуждения молодой. Просто так, ойнап күліп, можешь разговаривать, но что-то обсудить, это всегда. Да. Без үйдің обстановкасына болмайды. Әсіресе особенно после рождения детей. Детей оставляешь всех, да? И вдвоем где-то там, в кафешке, в кино, сол жерде вы можете что-то обсудить, да? Вообще я хочу быть супер здоровым, типа. Ну, супер здоровых Нет, я не отношений. говорю то, что Вы- имеется в виду там, Знаешь, хорошее воспитание, берут и как-то. Отношения, идеальные отношения, знаешь, как это, какие отношения? Вообще идеальных отношений не существует же, но идеальные отношения это когда муж и жена вместе развиваются. Вот, Вот. для меня это пипец. Вот и все. Нету идеальных Классно. отношений. Просто муж и жена, они просто берут и вместе развиваются. И говорят, если это два осознанных человека, которые понимают, что-то тут не то, если мы поругались, да, енді бір эмоциямен, ага, там, сосын через 2 часа остываешь или к вечеру остываешь и говоришь, так, давай шығасың бір жаққа и сөйлесесің. Вот. Тут я считаю, что вот это с твоей стороны неправильно было. Но я не понимаю, что с моей стороны мен білмей тұрған шығармын. Ну, я считаю, где вот тут я неправильно сделала, ну, допустим, сделал, может, сен бір нәрсе қосасың, где я не сделала неправильно. И он говорит, Короче, вот когда- тут ты неправильно, вот тут неправильно. Екеуің бір ортақ шешімге келесіңдер да.
Сами эмоциональный. Ну, каждый человек эмоциональный, но после эмоций можно же поговорить. Я тоже эмоциональный человек. И вот раз вы так, то есть идеальные отношения это когда синдете ошибка бар екен, уда да ошибка бар екен. Но вы понимаете, вот это классно. Вот, это не так, что ты виновата и все, короче. И вообще, знаешь, тағы бір мощный нәрсе айтайыншы. Виноват деген сөз жоқ, по идее. Есть грех, яғни күнә. Но кінәлі, это не существует. Виноват, то есть кінә, это мощный инструмент дьявола, короче. Шайтанның ең мықты инструменті ол. Хочет, анау кінәлі. А нет же такого. Никто не может быть виноват, если так посмотреть. Или обе виноваты, или никто не виноват. Все. Если ты не хочешь это решать, то никто не виноват. Ну, значит, просто надо было это понять. Там есть просто что-то понять. Вообще никто не виноват. Есть какие-то ошибки, которые нужно исправить. Или там есть какой-то урок, который нужно понять. Все. А нет такого. Вот это виноват, ты не виноват. Этот виноват, этот не виноват. Нет такого понятия. По идее. Ну, снег на там падает. Если до конца не говорите. Так қанша болды аяғын сағат? Сағат 14:23? Шесть. Үш. Ну, чё, я сейчас как я стремлюсь, к чему стремлюсь? Я бросил курить. Супер. Об этом можешь в своем блоге поделиться. Там просто осознанно келесің. Все вези. Секрет давай, Постоянно адамом в глубине души этого хочет просто. Молодец. Об этом ты просто можешь сказать. И тут пойдут хейт. Адекватный, неадекватный адам. Қалай не көмектес, ораза көмектес. Допустим. Они уж просто, во-первых, здоровье, во-вторых, когда вас будущая семья послушает. Мы же өзім здоровое тело, здоровый дух, өзім психологом, что осознанно келем. Вообще, я же сколько вообще? Қанша болды? 2 жыл болып қалды, почти это самое. За 2 года я не видела ни одного. И до этого, и после этого в моем окружении парней, которых мен үйленейін деп жатырмын, кітап оқиын, про отношения мен дайындалайын, да? Я хочу здоровые отношения, деп ізденіп жүрген адам көрмеппін менше. И, наверное, ты тот человек, который қаншама семьяны дұрыс направление, дұрыс хотя бы ер кісілер, допустим, жігіттерді, я қазіргі жас жігіттерге. Ты не говоришь, у меня вот это правильно, вот так вот делайте, нет. Вдруг это поможет, попробуйте, сделайте. Понимаешь? Направление беру. Я направление беру, мнение. Да? Есть люди, которые, вот, умажьте, да, это их мнение. Это по-любому будет хейт, да, но, а вдруг, смотри, у тебя, допустим, 100 000 просмотров болды дейікші, видео, да, который... Да, там будет по-любому, там, 100 000, он по-любому хейт, да. 40%, которые их путь чвартит, да. Ну, допустим, 50% хейт болсыншы, да. Пусть 20% журналның адам безразлично қарасыншы, да, окей, да. Но есть 30 000 человек, которые, наше мнение, ты что-то в их сознании поменяешь. Прикинь, понимаешь, для чего ты должен. И смотри, смысл подбери у нас вообще, почему ты должен стать блогером, да? То есть, почему, не то, что должен, да, если ты не должен, просто... Почему ты можешь стать? Какая ценность в том, что стать блогером, да? Поменять жизнь людям? Поменять жизнь людям, окей, осознавать, да, но бәріміз өлеміз ғой ана өмірден, иә? По-моему. И
ахиретке дейін жазылып тұратын сауап бар ғой. Да. И сен каждыйдың бір сознаниесін Сауап өзгерттің. Келе жатыр, короче, адам. По идее, дұрыс направление мына жақта еді. Ол дұрыс емес, мына направление кетіп бара жатыр еді. По пути сенің бір видеоңды көріп қалып, так, мына жаққа қарай бұрылды. И за каждый шаг ты получаешь сауап, да, туда ол жаққа бармай, понимаешь? Ол отношение құрады, әйелмен жаңағы бала шағасына дұрыс тәрбие береді, ертең, иә? Соның бәрінен сауап алып тұрасың ғой. Это же пассивный доход же. Ну, просто... Ана өмірге де. Понимаешь? Да, я согласен. Да, есть хейт. Окей. Мына жерде тағы нәрсе бар. Не суди и судим не будешь дейді, Вот, да? да. И мынандай нәрсе бар, иә? Кімді осуждать еттің, сен соның өмірінің соңында, соның орнында тұрмай кетпейсің дейді, да? Да, Өлмейсің дейді, да? вот, Вот 50 мың адам, смотри, даже если хейттер бар ғой, 50 мың адам, иә? Хейт еткен 50 мың адам, соның барлығы сенің орныңа тұрады да, и түсінеді да. Ты их жизнь тоже поменяешь, прикинь? Они все хейт ететін адамдардың өзінің өмірі, да, не сегодня, не завтра, может через год, может через 10 лет. Они же Аллахтың обещаниесі бар ғой, өмірдің соңына дейін сенің состояниеңді түспей, сенің сол мнениеңді түсінбей кетпейді дейді, да. А ты правильное мнение говоришь, и сол правильного, даже если сол видеодан түсінбесек, они же потом поймут же, понимаешь? И ты сколько можешь людей поменять? Одним только видео, да, понимаешь? Семейный психолог. Да, ну, ты можешь, знаешь, просто блогером, который просто делится своим мнением. Не с этого начать. Может, там дальше посмотришь, может, там коучинг посмотришь, может, там что-то еще нельзя. Я буду так подкаст снимать, нравится? Очень классно. Как раз как-то обсуждаешь, разбираешь. Классно, когда... С вами можно типа тему, ну, вот тему сегодняшнего. Да. Там. И поменять кого-то. Например, Можно, сняли? допустим, можно вот так лайв, да? Хочу снять подкаст. Мнение людей, да? Да. Интересно. Вообще просто лево там Да. А Так. как ты думаешь? Да, Почему это ты- классно. Сколько мнений? Почему? Вот, например, Да. ты пришел, я ты, оказывается, вообще это не то. У тебя уже поменялось сознание. И то, что сен ертең блог түсіріп, дұрыс направление беріп бастаған кезде, от этого мне тоже пассивный доход имеется, если что. Понимаешь? Ну да. Классно. Поэтому, а деньги это просто опыт, по идее. Как блог, да? По душе. Почему бы нет? Почему сейчас? А что если прямо сейчас взять и что-то начать? Қазір шын, я вот келдім, оказывается, мен былай ойлайтын екенмін, и я подумала, вот, мен өзгердім, вот, ну, то есть вот это вот, я поменяла свои мнения, да, и оказывается, вот так вот, а как вы думаете, да, типа, оказывается, вот мен осыдан кейін осылай ойлайтын болдым. У меня тоже мен ұят қой деп ойлайтын едім, оказывается, мен осылай түсіріп жасағым келеді, оказывается, мен там қанша адамға направление бере алады екен деген сияқты просто мнениемен шығып бөлісіп тастасаң болады, например, да. И потом будут вопросы какие-то, возможно, соларға жауап бере бастайсың. И знаешь, в основном те люди, которые, ну, хотят экспертами услышать, вот, они думают, они же это и так все знают, тем же, которые реально мықты, ценный нәрселерді айтайын десе, и оны бәрі білетін шығар деп ойлайды, да, на самом деле нет. Ой, если я что знаю, да, у нас в стране очень много необразованных людей. Вообще А теперь смотри, вот это Я вот. просто удивляюсь, типа, насколько это может быть так. Да. А теперь смотри, вот это твои эмоции, которые удивление, да, қалай солай необразованный болуға болады, да? Да. А это же, эти чувства же тебе не просто так даются же. Это же тоже от Всевышнего. Это Знаешь, же я это знак когда же. почувствовал? Если ты образованный, ты можешь это поменять. Недавно бір кино шыққан. Чувствую, прикол, короче. Комедийное кино. Сколько минут? По-моему, оно типа. Орыстарный снимешь.
селоға келеді. Я сол орыстан Селоға. Жоқ, типа, олар қашып сол селода тұрады. Соған ақша типа береді, давай сен селода нормальный ретінде тұр деген. Жизуха ма? Я жизуха. Что меня удивило? Вот в зале сидят люди, да? И Луисана, короче, то, что ну, это необразованность, я не хочу сюда слушать. Короче, у меня есть этика проведения там сеанса в кинотеатре, да? Они там матерят, еще что-то. Это так мерзко было, да? Я так посмотрел на фильм. Вот этот фильм предназначен людям. Короче, фильм настолько плоский, что ты говорил. Прям плоско. Вообще, короче. Ну, там... Нет, я не говорю, что фильм плохой. Я его не досмотрел, кстати. Там какой-то смысл есть, в чем, да. Я не досмотрел, да, она это утром он короче. Но у меня ол адам, ол комедия, осы контингентке арналған, да. Вот. Потому что такая аудитория большая же, Вот, понимаешь? и из-за этого мен уже немножко клавень, короче, вот целый вечер думал, блин, как у нас в стране столько людей, сонда реально соншама. И они ждут тебя, чтобы что-то поменять. И эти чувства. А смотри, сол жерде бір залда сколько қанша адам болады кинотеатрда? 100, допустим. Ну, допустим, 100. Из 100 ты один об этом подумал, да? А другие об этом не задумывались. Понимаешь? Это о чем говорит? О том, что ты можешь что-то поменять. Смотри, допустим, мен ана Міржақып деген бар, кино болды ғой. Это же такой серьезный кино ғой. Міржақып? Я. Короче, тарих туралы бір кино, да? Там кәдімгідей ашаршылықта адамдар ойланған. Это классный фильм. И біз 05 суылған алып шығардық, потому что я осознанно понимала, какой там фильм. И ол жерге сен чипсымен, там, попкорнмен, это как бы не то чтобы... Ну, это знаю, да? Но просто когда... Например, комедияны аха деп жеп отырып, а вот это же қалай сен қырт-қырт, когда ты плачешь, да, вот это вот. Да, кинотеатрға бардық, отырамыз, жан-жақтың бәрі Ну это нормально, но это некомфортно. Не то чтобы некомфортно, фильм же не такой, который отырып чипсымен көретін, попкорнмен көретін кино емес қой. Осуждаешь. Понимаешь? Я осуждаю. Но смотри, это лично мое же мнение, да? Я могу же этим мнением поделиться, да? И какой-то, ты тоже говоришь, ты тоже где-то осуждаешь, да? Это этика, да? Этика. Это же тоже как бы этика. И мен соны алып та тиктокқа салдым после просмотра. Біз осылай шықтық, лично мен, я не знаю, но адамдарды солай отырды. Комедияға, пожалуйста, да? Но анадай киноға, как-то, знаешь, прикинь, сен жылайтын, бір қиналып жатқан, сондай бір трагедия киноға барып тұрсың да, и сен сидишь, трагедия, ты сидишь попкорнмен, понимаешь, это же себе в первую очередь. Да, это кайф ломает, это просто ломает кайф. И андай, как деген сияқты болды, мен даже, и об этом я сказала, сосын айтты, бәрі шынымен бұл туралы ойланбайды екенбіз дейді, да? А это реально, сол жердегі адамдардың бәріне айтса, они просто не задумываются об этом, понимаешь? Не то, чтобы они не знают, да? Они просто не задумываются об этом, да? Они не знают, что это нормально. Кейін барып, шынымен не деп ойланады да адамдар, понимаешь? Их должен быть... Настолько настолько осенний плоский, типа. Вообще, ну, без шутка была. Да, это типа смешно падает, но... Смотри, мықты кинолар бар қазақтарда ше. Алматы моя первая любовь деген кино шықты. Классный фильм. Это слышал. Там смысл Адайбекова Жұлдызай, короче, все это. Это Айжан Кордыгер шикарный, мықты кино ше, там смысл, но сидят 3 человека в зале.
понимаешь? Вот. Потому что ты надо вот это вот делать, понимаешь? Есть спиральная динамика деген нәрсе бар да? Развитие сознания адамның миының қаншалықты развитие мышлениесі қаншалықты жоғары төмен екені. И есть статистика, есть уровни. Бежевый, самый низкий, потом фиолетовый, потом красный, потом оранжевый, потом желтый и бирюзовый, да. Оранжевый это адекватный, синий, оранжевый это уже более такой, ну, оранжевый это адекватный. Синий это, то есть фиолетовый это жаңағы экболат, сен келінсің, сен мынаны істеу керексің, потом анадан ұят, мынадан ұят, где нет ұят, ты придумываешь себе ұят. Потом мынандай нәрсе жаңағы көз тиді ойбай, сені дуалаған деген тема какой-то эзотерикамен өмір сүретін мышление бар ғой, это есть фиолетовый уровень. Потом уже более-менее, да? Жұрт үшін ойбай анау не дейді, жұрт не дейді, это фиолетовый уровень. И Европа и Америка, да, этого уровня нет. Понимаешь? А у нас с бежевого начинается. Надо бар, да, короче? Я понял, уровень осознанности населения. Ну, допустим, я Бізде алып считаю... қалсаң, көз тиді ойбай анау сені дуалаған. бір моментте он реально көмектеседі адамға. Дұрыстан болады. Головой уходят же в это люди, понимаешь? Есть типа осознанное, нормальное. Смотри, мен саған қызық нәрсе айтайын ба? Базарда адамдар бар да. Бутик адреслармен оқытады, тазалайды, бірдеңе қылады да, бизнесін жүрсін деп ше. Извини меня, сен бизнесін жүрсін, сен бизнес нарықтарды оқу керексің. Просто сен реклама беру керексің. Бизнесін жүрмей қалды деп оқытады да. А сен не істеватсың бизнесін жүргізіп, ештеңе істеп жатқан жоқ. И 20 лет сол точкада, сол оқытып, сол отыр да. Понимаешь, разница в чем? Фиолетовый человек, он также сидит. А выход на другой уровень, он это так, мне надо обучаться. Так, что я делаю не так? Мен рекламаға бөліп беруім керек. Какие есть гипотезы? Не қолдансам болады? Деген сияқты. Как минимум санайды ақшасын ше. Мынанша теңге доход болды, мынанша теңге расход болды, мынанша теңге мен отырған бутигіме арендаға кетті, мен тамағыма мынанша кетті, мен чисті доход мынанша қалыпты деп санайды да. Тупо бір-бірін жаба бермейді, как минимум. Понимаешь? Нет расчета, нет калькуляции. Извини меня, везде. 90% бизнесов нет калькуляции. Ну да. Понимаешь? Они еще верят вот это. Мен жолым жүру үшін мен оқуым керек. Бірдеңе түсу, ну окей, түсу это энергия нетеді. Ну, бірақ анандай бірдеңе оқытылған сумен оқытуым бірдеңе қылу керек. Понимаешь? Настолько біздің уровень сознания. Ну, как сказать. И это все к чему? Я не для того, чтобы осудить других людей. Ладно, абсолютно. Для того, чтобы Люди поняли. она не души, если ты этого понимаешь, если я этого понимаю, почему бы Не объяснить не другим. объяснять это? Например, Куан Шомбая, он же много чего поменял в Казахстане. Понимаешь? Бизнесмен. Ну все. Он же очень много чего поменял. Один только человек, да, есть там команда, да, но с тремя одного человека. Айнұр Тұрсынбаева қаншама адамдарды өзгертіп жатыр да, например, один только человек. Сол сияқты. Очень надо делиться мнением, как я понял. Насколько Не ты... зря дано, короче, это... Да, не зря эти чувства. Даже вот эти чувства осуждения, это не зря. Так как так? Почему так? То есть это тоже не зря дано. Или сен как так? Оңбағандар деп отыра бересің? Или сен с этим что-то делаешь? Ну, завершение нашего подкаста.
Насчет Оппенгеймера расскажу. Коринчевица. Там есть Капец, один момент. киноман. Нет, там кино классное, не прям бау, но классно. Там есть один момент, когда он знакомится со своей женой. Он физик, он ядерный физик. Он подходит и говорит: вкратце, опиши, что такое, типа, чем ты занимаешься? Он говорит, что? Вот, ты, я, мы все состоим из атомов. Все это, да? Да. Что состоит из энергии? Мы все одно целое поэзия. Не, он что-то грамотно сказать забыл, короче, он типа, это как под Катрин сидит там, дерзко, короче. Говорится, совместно, такие не знаю. Мне это понравилось, как он именно сказал, типа, а почему ол реально энергия, он ядерный физик, ядерная энергия, взрыв полный везде. Ядро почему из энергии состоит? Когда ядро расщепляется, энергия шаг. Ядерный сумасшедший. Колоссальное количество энергии. Это ядерный взрыв. Сол. Короче, как это появилось во время войны? Ядро уран его не могли разделить, расщепить. Когда его расщепили, все физики мира поняли и начали соревноваться в разработке ядерного оружия. Потому что когда ядро расщепляется, освобождается энергия. Все колоссальная энергия. Титул, короче, по-моему, не видели еще. Хиросима. Негзол. Он против немцев сыграл бомбу. Создал этот немец. Против Германии. Это как типа документальный формат не было, да? Как создавалась ядерная бомба? Это как Это фильм? Это реальный фильм? Классный. основан на реальных событиях. Да, это ученые, которые там Эйнштейн еще покажет. Эйнштейн Кирилл стоит, короче. Тоже мне прочитала. Я очень любитель таких фильмов. Слушай, а он, типа, представляет себе, это все, наверное, энергия, он появилась. Вот расщепление в жизни. Бірақ ол мен түсінбедім, типа, қалай ол басында немістерге қарсы істеген ғой. Потом США Вьетнаммен соғысқан, по-моему, или Япониямен соғысқан кезінде одобрение берген сойқан жіберді. Что такое, короче, ты прикинь, какие это бомбы. И в конце, типа, он так это абсолютно, ему за это стыдно или не стыдно, или как вообще? Давай я пересмотрю. Мнение Точка зрения у каждого своя. Все? Спасибо, что уделил время, пришел. Да, мне очень приятно, мне понравилось. Приятно было обсудить. Тогда вдох глаза, открываем бизнес. Будем стараться вести блог. Ведешь блог Бороться каждый день. с чувством Стыда. осуждения. То есть нет осуждения. Судить только может Всевышний. И главное, если жанагындай грех істемесе болды. А дальше вот это вот мнение, это каждый көзқарас әртүрлі. И каждый имеет право на свое мнение тоже, на свою точку зрения. Все.